Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борш. Сегодня мы отвечаем на письмо нашей телезрительницы Турьевой НВ. К сожалению, полностью она не написала. Из деревни Ляли Княжпогодского района. Пишет она нам следующее. Я вас очень прошу, если будет возможность, выяснить, кто придумал перевод на коми язык названий деревень и поселков. Я часто езжу в Сыктывкар со своей деревни и до Емвы и удивляюсь переводу, как будто едешь не по коми республике, а где-то в Чувашии. Возможно, я не права, хотелось бы узнать. Вот некоторый перевод. Ляли, ляй, Вагваздина, Ванвиждин, надеюсь, что правильно произнесла, кошки, кощ, шошка, сощка. Очень вас прошу, задайте вопрос знающим людям. Вот такие знающие люди у нас сегодня в гостях, представлю их. Светлана Козулина, начальник отдела Министерства национальной политики Республики Коми. Здравствуйте. Бургун. И Павел Лимеров, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории. Добрый день. Здравствуйте. Сразу нашим телезрителям телефон прямого эфира, напомню, 46 90 60. Не только этому письму сегодня будет посвящен наш эфир. Мы говорим в целом о сохранении коми-языка, коми-культуры. Пожалуйста, если у вас есть вопросы гостям, звоните, задавайте их. Или, может быть, на ваш взгляд, вы знаете, что точно нужно делать для того, чтобы сохранить в таком вот правильном русле, правильном первозданном виде коми-язык, коми-культуру. Звоните, предложения свои озвучивайте, мы с удовольствием их выслушаем. Также не забудьте, что у нас есть ICQ, номер будете видеть внизу экрана, пишите туда, также с удовольствием ваши сообщения прочитаю. Ну, прокомментируем. Не можем мы ответить без ответа оставить. Ляли, ляй, Вагваздина, Ванвиждин. Как, почему? Вам передать или вы запомнили? Давайте я посмотрю. Что касается вот этих названий, то они, в общем-то, исторические. Ляли, ляй, это, коми название как раз и происходит, вот ляй, в общем-то, от древнего слова финно-угорского, которое не сохранилось в коми языке. Ляй, речка, овраг, маленькая речка. А Вагваздина, Ванвиздин, в общем-то, исторически это две разные деревни. Вагваздина – это вот деревня возле Усть-Уми, Ванвиздин – это немножко дальше, там тоже по Уми деревня. И, в общем-то, такой вот Ванвиздин, оно, в общем-то, фиксируется уже в 1490 году, то есть очень давно. И как перевести буквально, сейчас это сложно сказать, потому что, вот что такое Ван? Вот Вич, понятно, да, линия. Дин, понятно, около, да, а вот что такое Ван, может быть, Иван был какой-то, хотя вряд ли был бы предположения Ван, да, только могут, да? Только предположения. Но я так понимаю, что не на коми язык же переводится, а скорее с коми языка на русский, то есть это изначальное название, нет? Смыслы некоторых слов просто они утеряны, исторически утеряны. Вагваздина, вот коми название вот этой вот деревни Яг, или там еще переводят Вагваздина Вок-Ваш-Дин. Да, то есть Вок – это брат Василий и возле брата Василия, как бы так. Селились, да? В принципе, объяснимое такое, да, объясняющее название. Василий когда-то поселился, и вот возле него там селились, и вот такое название. Возможно, это так. Что касается кошки-кость. Да, там приводится, что, по идее, дословный перевод, но я никого не знаю, каньес. Да? Дословный перевод каньес. Кошки нет. Кошки произошло от слова кость как раз. Кость – это порог или перекат в коми языке. Это тоже исторически зафиксировано. Между прочим, вот с этими слялями из кость есть даже легенды о Стефане Пермском, который именно так и назвал. Возле кошек там, когда вот эти язычники, он их крестил и запретил им есть белок, а возвращался назад, они снова ели белок и кричали ему, что вот, мы снова ели белок. Он сказал, он их проклял там, с тех пор их называют кошкинские белкоеды, и здесь образовался порог, тогда вот стал здесь порог, вот после этого, кость, порог. Светлана Георгиевна, вы хотите что-то добавить? Я просто хотела добавить, что никто не переводит ни с русского на коми названия, ни с коми на русский. Это все исторические названия. Да? Если, например, уже современные, мы можем сказать, что, например, некоторые адаптированные, похожие, да, с русского на коми или с коми на русский. Но, тем не менее, никто специальными переводами не занимается. Это все наша история. Вот уже Павел Федорович тут привел и документы, и упоминания, когда, например, впервые та или иная деревня
упоминалось. Поэтому это очень и очень важно. У каждого муниципального образования есть специальный реестр географических наименований, в соответствии с которым это все прописано, и нельзя никому просто так менять. Я вот вспоминаю случай, когда в наше министерство несколько лет подряд писали общественники Сухтинского района, когда едешь в Ухту, там, значит, была такая речка Мисью. Ну, у нас вот есть местечко Париж, а там была, значит, речка Мисью. И все говорили, что это связано с каким-то французом Мисью, да? А на самом деле, если брать исторически, то это была речка Месью, коровья река, да? И вот получается, что уже коровья река у нас уже в некого Мисью превратилась, когда мы утрачиваем некие исконные названия. Точно так же, например, и если брать названия районов, предположим, Усть-Цилимский район, Усть-Вымский район, они тоже имеют исторические корни, тоже имеют коми-названия. Да? Вот уже Усть-Цилимский район, например, Чилинден по названию реки, да? Усть-Вымский район, Емден мы называем. Это все исторические, связанные с событиями, с местом расположения, наименования географические. У нас есть звонок, давайте примем его. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я сам коми, ребенок у меня тоже коми. А его в школу не взяли, потому что тут школы иностранцами заняты все места. В школу, которая рядом с домом или как? Да, как? да, 21-ю школу не взяли. 21-ю. Да, потому что мест нету. Да. Спасибо большое. Я не понимаю только, в чем заключается вопрос. Сейчас очень такие вот, сейчас поменяли правила по распределению по месту жительства. То есть вряд ли я думаю, что пояснить. эту ситуацию можно разрешить, если написать в управление образования города Сыктывкара или Министерство образования. Все такие конкретные обращения рассматриваются, и всегда находится компромиссный вариант. Но одно хочу сказать, что, естественно, принимают у нас школу не по национальному признаку, не по этническому. Да. Мы учимся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе и в Республике Коми. Поэтому никто не может не принимать кого-то, потому что там он той или иной национальности. То есть просто вам, получается, нужно в управление образования обратиться с личным обращением, где указать, что ну вот ребенок совсем рядышком живет, зачем ему идти куда-то там, предположим, очень далеко, если вот рядышком школа. То есть просто свои объяснения приложить там и, думаю, чисто по-человечески попробуют вам помочь. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сегодня по поводу того, что вот ребенка, вы знаете, у меня вот сын учится уже в 7 классе, и ему дается очень тяжело коми-язык. И ну вот у нас прям вот, когда мы домашнее задание делаем, у нас проблемы, я сама тоже вот коми-язык, но не знаю его. И есть ли вообще смысл дальше продолжать изучать этот коми-язык, если он так сложно дается? Спасибо вам большое за звонок. Вот на самом деле вот вопрос, который обсуждение вызывает как минимум. Да? Кто-то говорит, я, например, лично мой взгляд, лишним ни один язык не будет. Но если на самом деле сложно дается, ну вот бывают же люди, которые вы знаете, Екатерина, сложно дается не только коми-язык, но и французский, и английский, Согласна, и немецкий. Да. И ровно столько же обращений, если брать, например, по числу, что кому-то не нравится химия, кому-то не нравится математика. Поэтому ну, могу сказать лишь то, что нужно, наверное, больше уделять внимание, может быть, обратиться в Центр коми-культуры. У нас проходят сейчас как раз, кстати, в Доме дружбы народов Ленина 73, министерство уже который год организует курсы коми-языка для чиновников и для граждан и жителей Сыктывкара. То есть можно прийти, например, в Мальме и подтянуть свой коми-язык. Сотрудник министерства Костынева Елена Григорьевна с удовольствием поможет, если у кого-то есть какие-то вопросы. Ну, конечно же, тут очень-очень многое в любви или не любви к тому или иному языку зависит у нас от учителей. Мы это понимаем, много работаем с ними. Очень многое зависит от учебников. К сожалению, учебники первого поколения были не столь совершенны, потому что не учитывалось, что коми как иностранный, можно сказать, для некоторых жителей нашей республики. Сейчас вот Коми Республиканский институт образования готовит и выпускает учебники уже нового поколения, которые более адаптированы к современным условиям, потому которые что менее в целом сложные. Образовательная программа, она ведь рассчитана на то, что родители в свое время проходили вот все то же самое. Даже вот по выбору английского или немецкого языка рекомендуют вот
рекомендуйте своему ребенку выбирать свой и тот язык, который вы изучали в школе, чтобы мама или папа могли помочь ему в школе. А тут, получается, некоторые родители, к сожалению, не могут помочь. Вот. И в то же время хочу сказать, что, например, у нас вот иногда спрашивают, где он пригодится, коми-язык, да? Ну, во-первых, хочу напомнить, что у нас в республике 2 государственных языка, русский и коми. Вот в этом году у нас в министерстве был конкурс на работу со СМИ, как раз со средствами массовой информации. Мы искали человека, который бы владел 2 государственными языками. Было очень много, приходило людей, но очень многим приходилось отказывать. И наконец-то мы долго искали и нашли очень хорошего специалиста со знанием обоих государственных языков. Поэтому при прочих равных условиях, если, например, человек знает дополнительный язык, естественно, выберут его. Вот. То есть дополнительные преимущества, Да, даже дополнительные при устройстве на преимущества. работе. Есть у нас еще один звонок. Давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. У меня вопрос такой. Костромский район, деревня Типосик. Теперь он называется Троицк. Мгм. Так, вы по поводу перевода? Да. А на каком языке еще раз скажите, пожалуйста? Типосик, Костромский район. Правильно А ли? сейчас он называется Троицк. Я бы хотела узнать историю. Ага. Спасибо большое вам за звонок. Возможно ли вот так вот прям сразу сходу? Но я бы хотела сказать, что, естественно, это тоже не перевод. Понятно, что Типосик, он связан с названием какого-то конкретного человека. Кстати говоря, лидер МОД Коми Войтер Сергей Иванович Габов как раз из этой деревни, и наша знаменитая писательница Елена Габова тоже из этой деревни родом, корнями своими. Поэтому, наверное, мы адресуем этот вопрос Сергею Ивановичу Габову, чтобы он конкретно в своем селе рассказал, откуда же произошла история названия. Вот как раз оба названия исторические, потому что Типосик это исторический коми название, а Троицк это была Троицкая церковь там по названию церкви, и как бы село называется. Очень много, кстати, сел именно так и называлось. Вот прежнее название. Ну, потому что образующее село было именно... Вашгород, да, допустим, Воскресенское село называлось от имени, от названия Воскресенской церкви. Много, во всяком случае, это так назывались тоже, наименовались так вот населенные пункты. А вот коми-язык. Вот еще я хочу сказать, что, в общем-то, исторически так сложилось, что вот эти названия так чередуются, коми и русское название. У всех населенных пунктов, вот старых, древних, прежних, да, есть коми и русское название. Ну, например, тот же самый Вашгород, да, вот. Иногда, вот, кстати, вот эти вот названия, они не совпадают даже. Не то, что не совпадают, а иногда непонятно, где из них русское название, где коми название. Тот же самый Вашгород называется по-русски Вашгород, а по-коми Погест. Или Глотово. То есть, хотя наоборот должно быть. Глотово, допустим, в Ударском районе. По-русски Глотово, а по-коми Слобода. Также, Тоже кстати, русское и слово. да, название Эшвы тоже старое название Слобода. Тоже. То есть вот такие вот названия. Но на самом деле, конечно, да, вот есть коми название, есть русское название. Вот они как бы так вот, Муфтюга, Мукты коми название. Хотя и то, и другое, например, с точки зрения современного языка не очень понятно. Так что вот это вот наша... То есть есть над чем работать, по сути, получается, Турьева, чтобы правильно какие-то правила да, прописать. Она, Так, просто, так. она просто, ну, как бы недоумение, потому что, ну, так вот изменился язык, в конце концов. Это коми названия, но просто уже вот мы уже их не очень сильно и понимаем. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот я бы хотела очень, чтобы вот сохранились исконно коми названия сел. А то вот у нас в Актадемском районе ведь коми название-то Вильгард, почему-то Вильгард стал. Лозым, почему-то Лезым. Иб, почему-то Иб. Вот хочется, чтобы были вот именно коми названия. И еще такое предложение может быть. Вот в городе, вот магазины, улицы, почему бы вот коми словами не назвать? Вот такое предложение. Спасибо большое вам за звонок. Ну, вполне согласны с звонком нашей телезрительницы. Хочу сказать, что на коми-языке правильно прописывается именно Вильгард. Дается ведь у нас название и на русском, и на коми. На русском Вильгард, потому что адаптируется и русскому человеку. Понятно, что удобнее говорить Вильгард. Коми говорят Вильгард. Или, например, слово «иб» на русский вариант «иб».
многие говорили, на коми-языке иб. Хотя я хочу отметить, что вот наш, может быть, этнопарк иб очень помог раскрутке названия этого села, и ибица наша, да, с буквой и тоже. Хочу сказать, что и русский коми-вариант был с буквой и, но просто иногда ошибочно писали с буквой и. Вот, поэтому, наверное, очень важно, чтобы были такие у нас внимательные жители, которые знают историю своего края. Это очень и очень важно. А ведь, кроме того, насколько я понимаю, улицы-то они переводятся. Да, некоторые улицы действительно переводятся, некоторые точно так же имеют коми-название и русское. Я, например, помню случай на Ударе в Кослане, когда, например, улица центральная на русском языке, да, у них обозначена в реестре, а на коми, ну, если перевести буквально, например, Шер-улича, центральная улича, а исконно они всегда называли Миртуй. И вот они очень просили, мы говорили, если вы хотите, пожалуйста. Еще, кстати говоря, хочу сказать телезрителям, которые интересуются этим, что у нас на сайте Министерства национальной политики есть раздел, справочный раздел, где приведены названия на коми и на русском языках некоторых улиц. Конечно, встречаются ошибки. Мы знаем, например, сейчас как раз вот женщина звонила с Актывдинского района, буквально вот позавчера на термино-орфографической комиссию, которую, кстати, возглавляет глава Республики Коми, и там очень много и ученых, и писателей, и чиновников. Возник такой вопрос, что в Сыктывдинском районе улица Мира на русском языке переведена на коми буквально как Миралан Улича. То есть получается улица какой-то Миры. Вот. Поэтому, естественно, внимательные, опять-таки, жители населенного пункта сразу же обратились в наш адрес, и будет проведена соответствующая работа по исправлению этих ошибок. Ошибок встречается очень много и на вывесках, к сожалению. Это тоже как-то исправляется. Кстати говоря, очень большую роль здесь играет общественные объединения. Так что будьте внимательны, если что, обращайте на это внимание. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, если можно, коротко. Соединили два высших учебных заведения, СГУ и Коми пединститут. И в итоге слово Коми вообще исчезло. Как это понимать? Вот так и выколачиваются наши Коми названия. Вы название услышали? Да, Сыктывкарский университет и Коми государственный, я сейчас точно не помню название, но Спасибо насколько мне помнится, что этот вопрос поднимался и останется однозначно в официальном названии слово, то, что это Коми, где-то будет, или слово Сыктывкар. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. Нашим телезрителям напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. С вашими вопросами, предложениями, пожалуйста, обращайтесь. Также не забывайте, что у нас есть ICQ. Ну и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случаи из практики», и сегодня мы говорим о сохранении коми-языка и коми-культуры. Напомню, что гости нашей студии сегодня Светлана Козулина, начальник отдела Министерства национальной политики Республики Коми, и Павел Лимеров, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории. Есть у нас сразу звонок, сразу и примем. Здравствуйте. Алло, это со мной, да? Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот в сторону Вильгарта, когда едешь, есть деревня Худяево. Мне кажется, это от фамилии, наверное, там много Худяевых было. Немножко мне вот так кажется. А дальше едешь, есть деревня Ляпыд. Ляпыд. Вот я хочу узнать, из какого это произошло слово Ляпыд? Из чего? Откуда? Спасибо вам большое за звонок. Для меня просто сегодня не эфир, а открытие сплошное будет. Ляпыд, что это может быть? Ляпыд — это низкий, очевидно, деревня находится в низине, поэтому так, но это очень просто переводится с коми языка. Как бы такого, тут ничего такого нету. А Худяева это, Худяева, скорее всего, от фамилии, да? Да, очень много топонимов образовано именно от фамилий первооснователей этих. Ну, поселились Худяевы так. А на самом деле ведь во всех населенных пунктах там как бы набор определенной фамилий. Вот очевидно здесь были Худяевы так. В другом, там в Шелюре, например, много Терентьевых. Ну, можно много привести примеров. Очевидно, вот это основатели деревни были Худяевы, вот и все. Тут тоже так прозрачно очень. Да, еще много можно добавить, что географические коми-наименования, они распространены не только у нас, на территории нашей республики. Да, вот, например, Обдорск, русское название, Архангельск, да? Нет, Обдорск — это Салихард. Салихард, да. Вот Обдорск, да, возле Абидор, это, да, тоже вот. Обдорск, дело в том, что тоже это, коми название, оно исторически, потому что там, селились ижемцы, поэтому
Как бы это с ними и связано, поэтому они назвали Обдорск. Но есть именно такие вот названия коми, которые за пределами коми. Допустим, вот Архангельск, Кардор, да? Название коми, Кардор фиксируется уже, да, фиксируется уже где-то в начале 20 века даже у Жакова, если взять Биармию, там есть такая литературная поэма, литературный эпос, он именно там, где сейчас Архангельск, он называет столицу Биармии Кардор. То есть Москва, вот тоже одна из этимологий, наиболее верная, считается, что это коми названием Мэскува. Причем Мэс это не корова, как вот Светлана Георгиевна сказала. Но это Мэс-Ют, это да, другое. Мэс-Ю или Мэс, вот Кува, здесь это Мэс, источник, древнее тоже слово, которое исчезло из обихода. Источник, ключ, ручей там маленький, да, вот такой вот Мэс, да, вот. Мож, юга, вот еще, да, вот однокоренные слова. Но наиболее верное, наиболее адекватное, что ли, наиболее адекватный перевод вот этой столицы нашей, вот именно с коми языка, как ни странно. Хотя он не учитывается всегда. То есть даже не перевода, а исторически так сложилось. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, слушаем вас. Я вот по поводу сохранения коми-языка хотел сказать. Здорово, слушаем. Надо просто жизнь сделать в Коми, вот Коми район, Усть-Вымский, Усть-Куломский, такую же хорошую, как в Финляндии. И люди сами пойдут учить коми-язык. Вот у меня сын учит в школе немецкий, а в Лингу я ввожу на английский, потому что жизнь в Англии лучше. Говорю, езжай ты в другую страну жить, потому что там лучше. Сделайте лучше в Коми деревне, чем в стране. И люди будут сами учить язык. Вот и все. Спасибо, всего доброго. Спасибо большое. Как вам такое предложение? Вашими устами да мед бы пить. Ну, согласна. В принципе, и многое делается, и будет делаться, естественно, в нашей республике, чтобы в ней лучше жилось. Понятно, что по сравнению, например, там где-то 20 лет назад различие между городскими и сельскими стирается, да, поскольку мы теперь тоже знаем, что и те люди, которые стараются жить на селе, что-то делают, тоже живут неплохо. Многие даже сейчас стараются из города выехать в какие-то близлежащие сельские поселения, чтобы жить там. Поэтому мы думаем, что жизнь будет становиться с помощью наших людей, трудолюбивых людей Республики Коми, всех национальностей лучше. Села будут краше. Ну, это вот такой метод, о котором должны думать, ну, наверное, все мы. Вы, как Министерство национальной политики, наверняка что-то интересное такое делаете для поддержания интереса к коми-языку. Где-то там, например, наоборот, поднятие интереса. Вот что такого интересного делается? Вы знаете, Катерина, наверное, каждый день происходит столько событий, жизнь бурлит. Вот буквально мы немножко покашливаем. На прошлой неделе мы ездили на Олимпиаду как раз вот в Карткеросский район, село Большой Луг, где Афанасий Васильевич Габа уже 8-й год подряд делает. Если у нас в России была Олимпиада, то там шла лямпиада, гонки на лямпах и лызях традиционные. Мне, например, в этом году очень понравилось, что даже все грамоты были оформлены на коми-языке, медальки давались, то есть это тоже поднимает каким-то образом престиж коми-языка. Сейчас министерство готовится совместно с другими органами исполнительной власти, с общественными объединениями, со СМИ к зимней Ибице, которая пройдет у нас 29 марта, кстати, всех приглашаем на территорию этнопарка. Там тоже будет коми-составляющая. Естественно, проходят какие-то молодежные проекты, у нас есть объединение коми-молодежи МИ, которое проводит тоже большую работу. Причем хочу сказать, что не всегда ведь мы напрямую исполняем какой-то проект. Очень часто работа идет опосредованно. Мы говорим, что коми-язык, он ведь живет не в космосе где-то, он не отдельно, что люди отдельно, язык отдельно. Да? Поэтому проекты, естественно, очень много издательских. Вот я не случайно сегодня принесла издания очень красочные, да, красивые издания, да, вот если можно я покажу, вот несколько лет назад уже вышло «Дети древней земли», тут очень много приведено коми-слов, эту замечательную книжку написали наша любимая писательница Елена Габова и Наталья Макарова, кстати, она была чиновником, до сих пор остается, очень интересная книга, очень востребованная детьми, очень ее любят в школе читать, буквально вот 5 марта, перед 8 марта мы сделали такой подарок Аш Чужанмувылын, диск выпустили
заполнили с минусовками. Катерина, я хочу подарить этот диск Юргану, да, потому что он как фон может быть звучать на передачах ваших. Естественно, очень многое делается, но, наверное, может быть, это тема другой передачи. И по развитию русского языка, поскольку большинство жителей Республики Коми, так уж сложилось исторически, здесь русские, для них это тоже земля родная. Вот, поэтому делаются самые разные проекты. Мы приглашаем всех к участию. Информация о конкурсах всегда есть на нашем сайте Министерства национальной политики Республики Коми. Буквально после вашего эфира я бегу в центр Коми-культуры, там будет мероприятие. Вы, наверное, все помните, что там перед центром Коми-культуры стоит памятник букве «Э». Это, как мне иногда говорят, наши сыктывкарцы, что веселая буква О с двумя точками. Что меня удивило, вот когда открыли этот памятник, вот в этом году зима выдалась очень снежная, вот как-то шла на мероприятие в Центр Коми-культуры, все заметено. Но тропинка к букве вела. То есть люди настолько любят фотографироваться, когда приезжают рядом с этой буквой. Мне кажется, что, наверное, должны появляться такие интерактивные памятники в нашем городе, в других городах и селах нашей республики, которые, наверное, знали, да, и популяризируют и коми, и русские языки. Еще один звонок примем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, спасибо, что дождались. Слушаем вас. Видеолад. Деревянский. То мы деревянный переделает деревянский. Вот. А уж район что-то немножечко не то со связью. И вы, надеюсь, переведете русскоязычным телезрителям. Почему Деревянск переименовали в Деревянный, переименовали Деревянный? Деревянск. Деревянск. Правильно мы поняли ваш вопрос? Может быть, вы скажете по-русски? Деревянск сейчас. Так. А вы деревянный. Ну, Деревянный, да. Да. Спасибо большое за звонок. звонок. А мы деревянского вы. Спасибо большое. Но опять-таки хочу сказать, что существует два варианта названий в соответствии с законом о госязыках на русском и на коми-языке. Иногда они совпадают, иногда не совпадают. Поэтому тут, наверное, на русском деревянск, хотя деревянный слово тоже вроде кажется, что оно русское, да? Наверное, оно и было русским, но вот жители привыкли так. То есть официально имеется два названия: Деревянный и Деревянск. Кстати говоря, например, управление ЗАГСа Республики Коми выдает свидетельства, и там есть названия и на русском, и на коми-языке встречаются. То есть, например, где-то могут написать правильное название на русском и правильное название на коми. Если брать, ведь в принципе у большинства сел и деревень такое получается. Предположим, Ижма, знаменитая наша, да, на русском языке Ижма, на коми-языке Изьва, каменная вода, потому что речка Изьва очень каменистая. То есть адаптировано название к русскому. Кстати говоря, в соответствии с законом о государственных языках Республики Коми так и должно быть, что если нет исторического названия, да, то дается какой-то адаптированный вариант, как называют жители. Вот жительница нам тоже Вильгард спрашивала про лозым и лезым, да? Ну, по коми понятно, что лезым, а по-русски почему-то было написано лезым. Вот сейчас, кстати говоря, тоже большая работа по этому идет. Как правильно мы должны адаптированные русские варианты давать. То есть вместо может быть всегда о. Да? Бывали у нас такие случаи, что когда вот на указателях писали слово лезым, и мы видели, что кто-то старательно выходил, видимо, из машины и рисовал о с двумя точками. Еще один звонок мы успеем принять сегодня в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Ой, что-то со связью. Слушаем вас. Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу, и я хочу сказать вам, только за сохранение коми-языка, чтобы он не исчезал, он искореняется у нас, практически искоренился. Я сама коми, и я уже не знаю, я коми-язык стала забывать. Спасибо.
Приходите к нам на курсы, могу еще рассказать. Спасибо большое за звонок. Ну, на самом деле, коми-язык, как и любой язык, это такое живое существо. Он должен произноситься. Не по учебникам нужно читать, да, а общаться. Поэтому, если вы знаете коми-язык, то нужно передавать своим детям, и с детьми дома разговаривать на коми-языке. Это, наверное, ну, самый такой вроде естественный способ, но тот, о котором сейчас забывают, потому что дети немножечко в сторону, наверное, отодвигают. Хотя, ну, сложный же язык. Вот я как русскоязычный человек, я в университете проходила, мне сложно произносить. Но иностранцы говорят, что русский язык тоже очень сложный. Все языки в чем-то сложные, в чем-то простые, в чем-то близкие, в чем-то далекие. Я хочу сказать, что мы, например, с Павлом Федоровичем уже много лет живем в Сыктывкаре, но наши дети здесь родились, но они знают коми-язык. Если кто-то забыл научить своих детей, особенно коми, у нас каждый 4-й житель Сыктывкара, кстати, коми по статистике получается, это ваша огромная аудитория телезрительская, то учите внуков. Что мы можем еще сказать? А курсы эти, ну, вы говорите, что для горожан тоже можно. То есть, если конечно, их очень много. Кстати говоря, я была большим скептиком, мне казалось, что у нас иссякнет этот поток, мы уже много-много лет их проводим, а у нас не влезают люди в группы. В этом году опять пришлось открыть 2 группы, которые занимаются по вторникам и по четвергам. Вот, столько желающих. Кстати говоря, такие же курсы проводятся и в других районах, например, в Сыктывдинском сейчас будут проходить. Мне кажется, что еще, чтобы учить коми-язык, нужно просто читать по коми. Вот и все. Есть журналы, журнал «Арт», есть очень много литературы выходит сейчас на коми-языке, в том числе есть для детей, почитать. Поэтому я думаю, что нет проблемы никакой. Вот журнал «Арт», допустим, мы очень долго, вот сейчас вот, очень долго мы уже издаем такие вкладыши в приложение к журналу, где вот публикуем на коми и русском языке разные рассказы. Там, Да, мы как раз таки делали уже об этом передаче, нашим телезрителям рассказывали. К сожалению, ну вот как язык живой, так и вот эфир у нас живой очень получился, большой отклик наших телезрителей, но, к сожалению, надо прощаться. Сегодня мы говорили о сохранении коми-языка и коми-культуры. И напомню, что гостями нашей студии сегодня были Светлана Козулина, начальник отдела Министерства национальной политики Республики Коми. Спасибо вам большое. И Павел Либеров, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории. Спасибо вам большое. Трудитесь дальше и такие интересные вещи для нас делайте. Всего доброго. Но в следующей программе «Случаи из практики» мы говорим о доступности библиотек. Как воспитать культуру чтения и привить любовь к этому процессу. Узнаем у гостей нашей студии. До встречи.